Итак, друзья, мы едем снимать рекламный ролик. В рекламном ролике будет сниматься Зарина, поэтому она уже подкрашивается. И я. Да, вообще такая у меня косметичка. Прикинь. Это при том, что я вообще не крашусь. Что-то меня кутаркамся буяном, Зарина. Да. Да, я еще и какой-то не свой оттенок. Ну, что-то я не негритенок был, да. Дай-ка сюда акта. Что за фигня был доба? Что это? Это откуда у меня такой тон? Это я, наверное, когда послезагарное наносила. Когда глаза плохо видят, краситься очень тяжело, друзья. Не знаешь, ровно ли лег тон. Тон. Мне слишком мотор бугам, и так она кышлер ядалар. Раньше, когда вы были толстые, вас было интересно смотреть. А хазыр бүтін қызығы бітті. Сізді қарағы даже кимей. Из-за того, что вы стали красивая. Это я уж сама прибавила, стали красивые. Кыжай, сен не могын. А? Истемейін. Трэш болды. Конечно, нажрался как свинья. Заринаға наса көдірет өттім. Әйме Зарин? Яқ. Вот так вот, нечего пить, что аж память отвалилась. Или что там? Все, друзья, мы готовы к съемкам, как будто кинофильм снимаем. Бір какой-то рекламный ролик, ты вчера тебе дать. Я на штык, она қарағы Зарина, сколько там сумок ты есть. Ну-ка покажи. Офигеть. Рюкзак. Сумка. Это вот эта огромная сумка с одеждой, с реквизитными. Это специально для вайнов, для съемок. Халаты, там галоши взяли, все взяли, короче. Даже вот смотрите, вот в этом пакете тоже реквизиты для вайнов. Видите, галоши у меня здесь лежат. 2 рюкзака. Как она разгоняется, она набирает скорость и просто мчит по трассе. Она не боится скорости. Меня гаишники не смотрят. Смотрят, конечно. Я боюсь гаишников. Товарищи гаишники, будьте на меня или как там? Не на меня, а ко мне будьте снисходительны. На меня. Будьте на меня снисходительны. Блин, я вот накрасила, сама себе начала Очень нравиться. красиво, да. Да, надо краситься до Зарина. Да просто битті еме, бля. Яра юмаға қойған. Мен готова юмаққа. Бесит, блин. Умывашка бар ма, юна баштаған, блин. Один слой смывай, второй слой смывай. Я когда макияж свой смываю, вначале весь смываю этими салфетками влажными, короче. Потому что весь слой пора было на одной салфетке. Потом вторую салфетку помывала, короче. Потом уже все на чистое. Мне кажется, на цвета можно делать то же самое, но мне почему-то люблю салфетками влажными это делать. Мне вот это бесит, то что надо мицеллярной водой смывать, потом умывашкой и кекат, потом лосьон, потом диургарак хумна. Вот это вообще капец. Из-за этого я и не крашусь, между прочим. Потому что меня легче раз бить ты хуман, шаптырлап елдің да крепертің да и киттің да бар. Только что она обогнала BMW. Но ее обогнал Ларгус. Ладно, Ларгус, баяғына бері менің арттан келі. То меня обгоняет-то, то тұрып қала, әлі ме кешті? Там BMW женщина уже в шоке, наверное, да? Матис обогнала, Лада обогнала. Она обгоняет просто всех. Всех. Даже трактор. Қора қалайтып, шәвитіп келелер, мені біреуі өткәргейнен бастары. Мен пока бұнда соберусь, все хотят пристроиться к моей заднице. Ну, имеется в виду к заднице моей машины, а не к моей личной. И не паралар, кутине прямо. А еще мы только что видели, как одна девушка пересекла двойную сплошную. Да, на Порше. А Эмиля уже сказала, даже я это правило знаю. Да, паршистам, оказывается, все можно. А матизисты много чего и не могут себе позволить. Вот тут Уфа паршисты. И такое ощущение, что, блин, все, блин, богатые в Уфе живут. Конечно, Уфа, знаете, когда хочешь забронировать ресторан, мест нет в ресторане. Да? В Уфе, блин, не. Байк-шлер? Байк-шлер, оказывается. Да. Еще BMW, ну купуфала прям. Вообще, блин, еще ақса жоқ тегерінен баштары, блин.
Официально вручаем вам Мой порошок давайте. Да, магний, чтобы вы были спокойными, короче, а то... сразу там лошадиная доза. Почему думаете, я успокоилась? Потому что, Дулстар, я пью магний. Мана, целый пакет магний. Потому что меня уже етьмей. А вы вообще заметили, что я успокоилась на самом деле? Да. Пейте наш магний, Дулстар. Очень полезный. Успокаивает нервы, во-первых. Во-вторых, крепкий сон. В-третьих, вы станете более продуктивными. Согласен, меня Миляша пошла более кеневит. Миляша поминает лхами, хадр не нервничает. Это в обратную сторону тоже работает, Миляша. Да, мы тоже пьем такой, а пусть орет. В принципе, покричит, спокойно. Нормально, бывает. Вы посмотрите на их взгляды, они все просто на магнии Мы уже. чисто на магнии движемся. А что Так что пейте магний. Бренд легко. самый, кстати говоря, лучший бренд? Да. И біздің продукция, между прочим, қибат тұрмай, достар. Алығып, эсегет, қайғырмағыт, нервничать итмәгіт. Ой, что это такое? Ролл. О, спасибо, кто это? Кто это? О, спасибо. Спасибо. Зарин, ты мне взяла, да? Нет, это мне Азамат купил. А ты, Азамат, хин алған, хин мне В смысле, не брал на шалом, и в конце как қалдырды. Ой, рахмат. Азамат меня алмаған, ай. Заринаны угощать-то, мен айттым бит, что, не? Азамат, ты видел сторис? Твоя жена не видела? Что там именно? Я сказала, что хин Заринаға келешат, былай киім, заигрывать етәхін. Опа. Не видела, значит? Знаете что, друзья? Знаете что, у Азамата, когда я выкладываю сторисы, что Азамат заигрывает или еще что-то типа этой, потом Азамат меня звонит и говорит, удалите Я вам ни разу не сторисы. звонил. Я вам ни разу не звонил. Я не звонил. Говорил. Он очень сильно жену боится. Ну так, я каблук, вообще не отрицаю, да. Он подкаблучник еще тот, Наиль тоже подкаблучник. Не, вот Наиль не согласен. Нет, а знаете, мужчины счастливые, когда они подкаблучники. Поэтому подкаблучниками нужно быть. Да, пейте магний и будьте подкаблучниками, и будете жить долго, между прочим. Тут же вопрос к вам. Баракат кому приходит? Баракат приходит в семьи, где жена, супруга довольная, где все хорошо, и тогда и семья хороша. Поэтому баракат именно в такие семьи приходит. А зачастую в современном мире это кажется, что подкаблучник муж, если жена довольна. Да. Но если это так, то я готов быть подкаблучником, чтобы жена была Поэтому довольна. совет всем неженатым парням. Будьте Будьте... Подкаблучником. Помните? А, да, Всё. да. Вот так. Сидит, смотрит, куда-то поехать. Я на светофоре остановилась, был Минигорганда остановился. Мен тәдір астым да перекрестікті қайда бұрыларға білмеймін. Бұға ғаулығы ғырашыр орнына кричу. Куда мне повернуть? Машину оставьте, сейчас помоем. Нет, ты чё? Вот салатом поедете. Приедете, машина чистая уже будет. Где ты помыл? А это наша проблема. Это уже другой вопрос. Что, оставить? Нет, я на Не, своей. Мишпай, давайте помоем мне машину. нравится. Не, серьезно, Мишпай, давайте подарок сделаем. просто Чисто машину поесть. помоем. Не, серьезно, Мишпай, давайте это шоп-шоп как бы, да. Да, конечно, серьезно. Или вы врете? Чего вы врете-то? Зачем нам врать? Нет, блин, сейчас угоним вашу машину. Тогда если тоже югнали, пожалуйста. Опа. Слышим, когда юмага, да синда юга. Блин, на самом деле машину хотят. Прикиньте, мою машину помоет, офигеть. Даже Альберт мне его не предлагает. Чтобы мне қайтуға таптана машина. Видали? Несек меня курқалар, подкаблучниктар. Чтобы тазайтып юғат. Мы сейчас спускаемся на Салаватку и там будем дрифтить. Ага, дрифтить. Они ваш ДТП потом будут. Блин, Салават, прости, не күттірді менде. Придется оплатить, Анда. Қайдан? Оплатим. Карту зеленая, Интес. Я не должна платить за твою парковку, между прочим, уйдап қарахан. Вообще уже, а то Салават обнаглел. Қарады, еще меня за парковку төлеттірге уйдайды. Будем туля. Это твои, между прочим, расходы. Ты зарабатываешь. Так что сам плати. Только сиди. Здесь надо платить, да? Да, давайте. На. Нате ты ее. Нате. На. Если нас штрафанут, Могут что, вы не докажете. Это было давно и правда. Если купите iPhone King Story, мы вам покажем стриптиз бесплатно. Я и Салават. Трэш-стриптиз от меня с обвисшей кожей и секси-стриптиз от Салавата. Бля, Салават уже меня голый видел же. Миллион раз. Я вспомнила, да? Как он в бане я ему отправила. Помните, да, история, где я отправила материал Салавату и забыла, что я там голая хожу. И представляете, он монтировал видео,
где я голая в бане. Салавата ничем не удивишь, тем более Салават человек, который снимал, как вы знаете, порнуху в Уфе. Вы знаете, друзья, что оказывается в Уфе есть очень известные люди, которые занимаются съемками порнухи. Меня Салават сказал по секрету. Оказывается, друзья, порнофильмы стоят очень дорого, и вот так вот некоторые творческие личности уфимские зарабатывают деньги. Прикиньте, когда я это узнала, я в шоке была. И Салават сказал, что я даже знаю этих людей. И вот я сейчас не могу уснуть и гадаю, кто же это. Это все Салават сказал. Если что, все шишки на него, не на меня. Вот так вот. Салават, скажи, это правда же, да? Что у вас пожизненная гарантия надо, что ли? Да. При приобретении нового устройства у нас идет пожизненная гарантия на заводской брак. То есть в случае чего вы к нам обращаетесь в магазин. У нас есть свой сервисный центр. Он находится на Революционной 66. Пожизненная, короче, гарантия. Да. То есть пока вы пользуетесь, вы не беспокойтесь о телефоне. Слышали? Вот так вот. Я знала, что King Store самый лучший магазин, между прочим. Ни один магазин не дает такую гарантию. Ни один магазин не дает такую гарантию. Ищите, так что приобретайте только King Store 2. Да, у нас Двустар, помните, я снимала розыгрыш на BMW. Представляете, еще до сих пор BMW никто не забрал Двустар. Имейте в виду, это вообще самая крупная розыгрышная акция. King Store проводит. Можно так сказать? Это розыгрышная акция. Мне нравится это словосочетание. Смотрите, это только, эту коробку только сломал. Ничего страшного, положите. Ладно? Конечно. Спасибо большое. А так чехол не повредился. Нормально. Тут своим знаменитым Дайсоном пропылесосите. Ладно? Мощный Dyson. Да, у вас же есть мощный Дайсон. Вы тоже можете заказывать у нас Dyson пылесос. Да. А конфетки эти я заберу. Собирайте. Вот вы гостям ловите, да? А вот это заберите. Это поточный какой-то злаковый, мне не надо. Он невкусный. Это как стена. А? Попоношимся, что ли? Не. Я специально попоновому да сознаю еще на А вы что, здесь работаете, что ли? Кем? Я мында келіп тіріндамын да үйренген шеберін. Ну, кім ол ал? Мен сізге деп сіздің келегіңізге да? сізге ұқсамын. Ну да, келу керге, ана база ішінде бір неме жоқ ene. Менің келуге Мен әдет айтып бұларға мен айтам, солып қойығыз. Ну вот там вообще ничего не было. Мне попросили. Вообще обидно так, извините, Вот пожалуйста. представляете, меня отдадут қуғандар ПП конфет. У ПП конфет сенағы ма? Согласна. Вообще капец. Ну, чем? Говно. Конечно. Ну, ты ж ты, меня алғандар да еще говно ты. Сіз айтыңыз, нәрсе сізге керек алып қоямыз. Сізге не керек? Не, меня вот это сознательные, да. Всё, Я мен вообще сізге люблю. специально алып қоямын. Рахмат. Видели? Меня вообще такие сторда әзірлеп қоялар. ПП конфеттер и сосательный конфеттер. Соси не хочу, целая куча. Әлемекей, да кунага, конфет тоже вообще-то сосут, а не только әлемекейден. Нет, конфеты я не заберу. Или забрать? Заберите? Да, я заберу. всё. Заберите, да хоть пошашырсыз. Да. Қарап, екі ұстап тұрып. А чё? Чем Пока больше, тем дают. лучше. Пока дают, надо брать. Бушқа келген әйбір. Да, бушқа келген әйберді алыр керек. Бермегенді ұрылар керек. А такой может быть, оказывается. Моя машина не такая чистая, как ваша. Такая сочная, когда Мы сказали, не дай бог, одна царапина будет, такую же машину поставим. Поэтому отнеслись вообще как к своей, как к своему ребенку. То есть внутри там Даже, конечно. даже Булякка детокс программа алып қойғандар. Вот, Зарина, ты же просила. Рахмат. Ну, не точно сәңма. Сәм. Издавай атуын емес. Я даже вам бергамотом побрызгал, видите, да, чтоб... Даже менің машинаны бергамотпен брызгать еткендар. Өлі асқы стою қоғандары. Да, вообще облизал меня, чтобы... Қоры даже асқы стою қоғандар. Прикиньте, бысрағын ошында вообще весь қап-қара какой-то бармақ дарейні. Просто наши бизнес-партнеры должны ездить на чистой машине. А то Слышали? Бизнес-беселяр должны ездить на чистой тачке. Спасибо, жігіттер. Кел құсақтау олайым сізді. От души. То, что масло, это хорошо. А то вдруг это тормозуха, я не разбираюсь. В смысле, вы хотите сказать, что у меня могут тормоза отказать? Все может быть. А может, дай это бог, кто-то мои тормоза, может, повредил специально? нет, ТО, когда проходил. Может, кто-то покушается на мою жизнь? А не, мне кажется, Навряд ли так по-другому. будет. Какой-нибудь близкий человек хочет избавиться от меня? Идите гадалку, сейчас там, все там на меня, да. А так вот, это, посмотрите, да, потому что то, что течет, это плохо. Вот ее даже очистили плохо, да, она вся черная была. Амин Альберттан Хорай, мен
там был немеше булай, улай дәлля білмейм. Иисусом, Аллах Надо Акбар. съездить. Пусть посмотрит. Опасно же тормозлары, а то откажут, блин, Вот будете там. смотрите, да, егеттер опасно дейді. Альберттан сұрағаным, Альберт айтты, әй, ол шулай булау үшін меня. Представляете? А где кальмары-то лежали эти? Вот Это эти не вот, вот. кальмары А чё были. Это же Анчоусы. сушеный балык, анчоусы, Альберттікі. Ну, блин, Люма, вот А вы его выкинули мы? Конечно, Один же был, воняли. заначка, аны ашап пивосы парала. А сколько они там лежали? А прикинь, воняет, а уйди меня, это хинин машина хахыкты, уйдың балығы ятқан хахық. Блин, ё-моё. Мұрас әлі бүгін құттығасы походил. Қайда тұрған? Ай, шу. Я көрмәнім Ол да. кәкіретке масын сұқтырғансың. Азаматтар походилы құқтырғандар. Вот блин. Еще машину специально помыли они. Азамат дайыл, менің дистар құқтырған ғыдының баштары Вот. білән. Девочки, а дайте пошлите, накормлю вас. Голодные, наверное. А то все моете, моете. Что с машинкой у меня? Как гремело-то. Да? Ага, мы А ее чё держали же вдвоем. Да? А что с ней? А это Из-за чего? с места съехала. А, с места съехала. Вы же мастер на все руки, давайте быстренько еще машинку отремонтируем. Клиник 02 умеет все, абсолютно. Даже сантехнику могут отремонтировать запросто. Мы эту машинку ремонтировать уже замучились, честно говоря. Знаете, сколько мы ее ремонтируем? Уже, наверное, 4-й раз ремонтируем. Все, давайте, девочки, хватит мыть, давайте кушать. Все, я уже все согрела. Пойдемте, давайте. А то голодные, наверное, моют, блин. Думает, наверное, Милюшаның басрағы бітмәс. Сейчас я вам меню покажу, друзья, чем я буду кормить девчонок. Вот у нас рис с овощами. Потом у нас идет вот рыба красная, заморская. Салатик по-деревенски овощной. Рогалики, свежий хлеб. А, я же еще сметану вам не достала. Сейчас я вам достану еще сметану. Кстати, Юля, я тебе деревенскую сметану привезла. Она очень густая сметана. Надо будет ее поделить и размешать холодной водой. Я тебя научу. Чтобы все съели, не оставляйте. Целый таз. Видите, салата наделала. Так что сами накладывайте, ладно? Вот так вот берете ложкой. На сметане он. Так что не бойтесь, диетический. Конечно, шаем бульдок ты ему дашь, а мы. Потом она улыды гора машает. А потом говорит, у меня руки толстые, у меня ноги толстые, я не влазю в джинсы. Шуга, шунта, штаны твалам, чтобы, короче, курнаган, то, что у меня здесь Да. наверх. Что у нее ноги толстые. Мин, кстати, И что знаете, это на ногах у нее дремучий лес. Мин решила, Это все из-за короче, коллагена. Мин решила, короче, ваш этот пройти. Курс. Детокс, что ли? Детокса, да. Ну, давай. Вам тоже рекомендую пройти детокс-программу. С вами будут работать круглые сутки наши нутрициологи. Будет готовое меню. Вы очистите свой организм к лету. Надо же подготовить к лету. Потому что летом что у нас сейчас будет? Отдых, шашлыки, тусовки всякие, вечеринки. Вот как раз-таки на нашем детокс-марафоне вы полностью очиститесь. Нашу детокс-продукцию можете взять вот тут вот. Нажимаете и получаете нашу детокс-очистку. Сейчас что налью? Куда? Куда? Стой, расстреляю. Куда пошла? Я что налью? Луиза. Не могу их конкретно трахнуть. Луиза! Давай, Аша! Сидит Луиза, блин, как в трансе. Блин. Сидит, не ест, да? Ты мои окна хорошо помой, Луиза. Ты в трансе. Клиник 02 даже жалюзи отмывает. А что, ты должна, что ли, мыть, допустим, жалюзи? Да. Да? Все жалюзи, которые... Да? Ну, например, вот такие вот, когда вот висят Рулонные возле шторы. рулонные, пропылесосим. Тоже так же. Да? Да. Вот эти шторы. Да. Конечно. себе. Если человек хочет, может пропарить. Я хочу сказать, вот клиник 02, да, не снимая шторы, ваши может постирать. Представляете, вот висят у вас на окнах шторы, да, клиник 02 придет, дубер-шаттер прямо в висячем состоянии постирает их, дубер-шаттер в висячем состоянии их отгладит, отпарит, и все, прикиньте, не надо снимать, засовывать в стиральную машину, там тратить химию, потом сушить, потом гладить, вешать, прикиньте, сколько времени это занимает. Особенно большие шторы. Это очень удобно. Так что, Дустар, заказывайте. Но заказывать надо такой клининг, который действительно вот на совесть все отмывает. Потому что я уже сколько раз говорила, Дустар, бывают разные клининги, которые, знаете, тяп-ляп работают. Так нельзя, конечно, говорить, но бывает. Так что, знаете, кого заказывать? Девчонки сегодня помоют окна, наконец-то. Они в прошлом году меня вообще не мыли окна. Представляете, мы вот 2 года не хотели мыть мне окна. Что вы скажете в свое оправдание, Юля?
Я не знаю, что сказать. Я не знаю, как оправдаться. Не совсем мы виноваты. Да, они не виноваты на самом деле. Достар, просто это меня дома не было. И вот наконец-то спустя 2 года будут мыть окна. Сначала сейчас весь дом отмоют, а потом будут уже мыть окна. Елена? Да. Слушай, что ты мне орешки не привезла? Давай говори. В смысле говори, что ты мне орешки не привезла? Ты же мне всегда орешки привозил. Привезу 2. 2. За сегодня и за Да, и в прошлый раз тоже не привезла. Ты мне всегда орешки привозила. Смотрите, друзья, хозяйка клининга Елена всегда привозит своим клиентам орешки. Ты всем привозишь ей, а то я сейчас скажу, ты всем привозишь? Нет, не всем. Ты что, только себе? Вот так вот, дорогие друзья. Самым лучшим своим клиентам Елена Клиник 02 привозит орешки. Сейчас все видно будет здесь. Все будут наблюдать. Когда грязные были, дома хоть что творится, не было видно. А сейчас соседи все будет видно, что мы тут вытворяем. Как я голая хожу, трясу тут со своими этими бидончиками. Они, конечно, не бидончики, а уши с Маниэля. Но все равно видно будет. Короче, смотри, я тебя научу, как сметану разбавлять. У нас в деревне так разбавляют сметану, потому что это очень жирная сметана. Поэтому мы берем вот так вот половину вот сюда отложим. Представляешь, у нас, короче, в деревне раньше женщины из деревни ездили в Магнитогорск и там продавали сметану, творог, яйца, да. И вот они привозили такую густую, настоящую деревенскую сметану на продажу. А она же густая. Вот представляете, с вечера они делали, она вот так вот затвердевала. И утром, когда привозили в Магнитогорск, там Тане, Маши говорили: какого черта вы старую сметану привезли? что она такая вот вся эта, как старая, это, засохшая, затвердевшая? Свежая сметана бывает жиденькая. Смотрит моя тетка, значит, мамина сестра, видит, что рядом с ней сидят, там тоже продают сметану, а у них сметана такая жиденькая. Она говорит: вы что, говорит, рано утром встали, говорит, и жидкую сметану, что ли, говорит, сделали? Женщина говорит: нет, ты что, говорит, дура, что ли? Мы холодной водой разбавляем. Иди, говорит, ты вон туда в колонку сходи, холодной воды набери, и вот эту свою сметану подели по банкам, распредели, вот так половинку убери, говорит, половинку залей холодной воды и хорошенько размешай. И у меня тетка вот так вот сделала, представляешь, и потом сидела, продавала, говорила: свеженькая сметана. Вот такой вот лайфхак. Но зато такой лайфхак, он, знаете, полезный лайфхак. Между прочим, вот такая вот деревенская сметана не все могут перенести, не у всех желудок может перенести. Вот, допустим, у меня, вы же знаете, в прошлый раз я когда съела полбанки сметаны с хлебом, мне вызывали скорую помощь. А когда она разбавленная такая, она становится прямо, знаете, такая воздушненькая, легкая. Вот ее можно спокойно есть и скорую не вызывать. Вот, Юля, смотри, вот так оставляем, да. А потом, короче, мы берем вот так вот воду. Все. И потом мы ее вот так вот. Может, Юль, ты хотела это? Что я хотела? Может, ты густую хотела? Нет. Нет, ты, наверное, густую хотел. Блин, дурак я такой. Нет, мы так не будем делать, друзья. Я сейчас Юле отдам густую, а свою разбавлю. Вот сейчас так покажу. Это не моя будет, а это тоже на гостинице. На тебе густая. Держи. Ну вот, короче, друзья, Юлину сметану мы не будем разбавлять, а буду я свою вот так вот разбавлять. Вот берете воду, да, и вот так вот перемешиваете. Видите? Вот. И она перемешается и станет такая жиденькая, как свеженькая. Самое главное, она легкая будет, не жирная. Вот, смотрите, друзья. Вот такая вот масса получается. Видите? Это надо хорошенько размешивать, чтобы комочков не было. Видите, она какая прямо воздушная. Как творожная паста, как мороженое получается. И сейчас все почти вот так вот сметану смешивают холодной водой и продают. Знаете об этом? А всяко, наверное, кто-то не знал. Думал, наверное, ничем не разбавленная деревенская сметана. Нифига подобного. А вдруг меня, говорят, Абьяльдар захитит? То, что это спалили, только не продают? Да. Эйтердер, гадар.
алдап үйдеп тратит. Никто так не продает, я пошутила. Это моя тетка так делает. А вдруг сейчас тетка моя тоже скажет, блин, меня хватать вы эту тетку мою все равно не знаете. Она очень далеко живет. Сейчас я тебе деревенские яйца дам, идем. Деревенские яйца. А как же взять? Сейчас, подожди. Короче, из деревни что привезла, все раздала. Себе ничего не... Нет, я оставила себе тоже. Луизе тоже надо, да, потом неудобно будет. То Луиза скажет, блин, сметану, яйца дала, я что, дом не мыла, что ли? Да, неудобно же. Некрасиво так. Луиза! Луиза! Как у нас же Луиза, не говорят у нас. Луиза! Спасибо тебе, Юля. Тебе спасибо, нам ты Это тебе спасибо. Ну, спасибо большое, Юля. Все чисто, аккуратно. Так чисто, прям вообще красота. Давай это Юльке дам. Ай, блин, Луизе дам. Луиза! Тебе яйца Спасибо тоже. большое. Ну, сметаны нет, прости. Я На Юльку так посмотрела. Нет, я ее накормлю по дороге. Ладно. Спасибо большое. Спасибо. Это вам спасибо, девчонки. Прямо дом блестит, окна блестят. Я бы не знаю, что без вас сделала. Ой, я прям не нарадуюсь. Чё там? Всегда с орехами, даже если и вечером. Прикиньте, я говорю, звонила, когда Елене, говорю, что, где орехи? Она же мне каждый раз это привозила орехи. А тут не было орехов. И представляете, через водителя отправила орех мне. Ой, вот. спасибо, спасибо, очень вкусные орехи. Спасибо, девчонки. Юль, спасибо, Да что так ты на чисто, здоровье, всё тебе аккуратно. Сейчас привезла мне такие вкусняшки. Ладно, спасибо Всё, большое, давай, до Юль. встречи. Давай, пока-пока. Пока-пока. Спасибо. Орешки. Вообще вкусные вот эти орешки, я обожаю.